Всех привет, дорогие друзья. Микрофон подключен. Вот. Сегодня 14 декабря 2025 года. Немножко суровый мороз, но это считается еще легкий мороз. Минус 20. Сейчас вам показываю. Вот минус 20. Но это, конечно, легкий мороз. Главное, что есть погода, это главное. Вот. В декабре должно быть даже больше, бывает в декабре. В прошлом году было уже даже минус 35. Это мой видео докажет. И фото даже доказывает, что в прошлом году было минус 35. И потом снова потеплело. Вот. И также будет. Сегодня выходной, а на следующие выходные чуть больше станет. Ну, скажем, минус 1 или минус 2. Воскресенье. На следующее воскресенье. Я даже печки уже включил. Мой печка работает. Супер печка. Топливная печка. Вот. Сейчас, пока у меня вот печка работает, руку немножко замерзла. А без перчатки, конечно, я перчатки взял. Вот она. Просто привыкаем. Сначала, когда на улице уходишь, руки замерзнет. Не сразу же, а потом чувствуется, что руки станет холоднее. Но ногти, начинается ногти замерзнет моментально. Но, конечно, греть можно. Ну, кто живет севернее, греть надо, вот снег взял, промыл снегом, как холодную воду набираешь и руку моешь, и потом руку станет тепло дать. Вот. И также на снегу также надо руку мыть, как моешь дома. Также. И лицо тоже снегом. Потом не чувствуешь холода вообще. А сейчас, давайте сейчас. Хотел, конечно, мотобуксировщик посмотреть свеча. Я недавно по делам ездил. Немножко брекает, как будто дыр работает мотобуксировщик на холодном пуске. Но первое, вы сами знаете, подсос закрываем полностью. Потом она заводится, а потом придется регулировать, чуть-чуть открыть подсос. Потом станет хорошо работать, быстро. И мотобуксировщик, она трогается из места. Когда набирается оборот двигатель, потом снова еще немножко откроет подсос и станет
брыкать, как будто не постоянно работает, брыкает, вот. Может, свеча не в состоянии, бывает такие свечи, они неисправные, искра не постоянно дает, или надо регулировать клапаны. Сейчас посмотрим мотобуксировщик свеча. Я хотел на прямой эфир показывать. Главное, что у меня печка работает в гараже. Это хорошо. Это дает нам тепло постоянно, чтобы было у нас тело, постоянная температура одинаковые. Вот. Ну что. Ну, конечно, всем, конечно, иметь в гараже русская деревенская печка, кирпичная, а не железная. Но железная можно, конечно, она небезопасная. Им надо все равно защитная угол, кирпич или противопожарная плита поставить, стенку, потолок и так далее, на пол, и еще это им надо. А у меня, конечно, топливная печка, все-таки есть защитный пол и не дает греть пол. Конечно, у нас пол, конечно, деревень, доски, конечно, тоже надо оберечь, но у меня недолго. Если целые днями будешь топить, конечно, пол будет греть достаточно. Ну, конечно, в гараже, конечно, надо иметь печка, очень надо. Но это мне очень даже хватает, топливная печка. Она моментально включается и моментально греется. Конечно, иметь можно газовый горелка, пушка, ну, так название, газовая пушка, вентилятором. Тоже газ, конечно, не очень дешевый газ. Газовая пушка, конечно, достаточно. Гараж такой диаметр, площадка, вот у нас площадь где-то, я уже рассказал, что 5 на 7, вот, ну 6 на 7, скажем так, гараж, а внутри чуть меньше. И газовая горелка, конечно, ну так можно назвать, газовая пушка вентилятором. Она моментально гараж сразу же греется. Но у меня, конечно, если быстро хотите, мотобуксировок запустился и поехал, да? Это, конечно, действительно нужен газовый пушка. Вот, действительно нужен. Но у меня с собой есть электрический фен. Вот она, электрический фен. Она набирается до плюс 400 градусов. Температура очень много, конечно. Вот. Я это пользуюсь именно вот греть, вот, например, что-нибудь нужные пластики греть или клеить. Вот. Это нужная вещь, электрический фен. Очень нужная. Так. Сейчас посмотрим. Свеча.
хотел, конечно, посмотреть свечи, дорогие друзья. Я хотел даже дождаться выходные, что в каком состоянии свеча. Я думаю, это черная. Потому что, когда закрываешь подсос, потом из глушителя идет черный дым. Вот. И эта свеча станет черная. Так, посмотрим. Опа. Ну и, конечно, осторожнее надо кальян вытаскивать. Бывают такие некачественные провода кальян. Он может такой морозе сломаться. Представляете? Сейчас посмотрим кальян, дорогие друзья. Вам лично показываю, какое состояние свеча. Но это ничего страшного. Даже эти свечами можно... Даже дети могут даже узнать, какое состояние свеча. Вот. Сейчас вам показываю. Если вам будет видно, такой у меня состояние, прямой эфир, но не знаю, вам будет ли видно или нет. Но сверху, сейчас показываю, видите, сверху, как кирпичная, да? Сейчас покажу. Вот смотрите, я показываю отвертка свой бой взял. Вот видите, свеча сверху как кирпичная. Это значит хороший результат. А вокруг, вот свечи вокруг, это черная. А почему это черная? Потому что когда подсос закрываешь, да, и запустишь двигатель, и когда двигатель греется, и глушителя выходит черный дым, и свеча станет черная. Я это никак не могу понять. Но это можно исправить. Почему свеча станет вокруг черная. Потом закроешь, когда двигатель полностью грелся, и подсос сразу же откроем полностью. И видите, сверху стало вот так, как кирпичная. Но это хороший результат, я скажу вам честно. Но это чистим сейчас. Не будем ничего не трогать. Сколько надо зазор, сколько надо. Это ни в коем случае не надо делать. Она новая еще. Я эту свечу менял в прошлом году. Свеча попалась в хорошем состоянии. Оригинальная. Даже я запас взял. И всем рекомендую такой же свечи. Покупайте. Сейчас какое название? Название сейчас. Первая буква В, Р, потом по-английски Р, Г, Е. Сделано Франция. Представляете? Это свеча сделана в Франции, а не российской. Вот сам вам показываю. Все равно вам не видно. Вот, если вам видно, видите, какие буквы. Вот, видите.
написано. И сделано в Франции. Вот видите, написано Франция. А если я покупал российские, они как будто одноразовые. Даже один тяжон даже не сработал. Российский свеча. Вот. Ну и я скажу вам, что мотобуксировки, конечно, делают хорошо, да. Но это только вот этот только корпус. Корпус, вот рама, вот такие санки пластиковые и так далее. Конечно, в России делают хорошо. Но где-то не полностью качественно сваренный швы. Нехорошо. И металл, вот труба, вот такие рамные труба, квадратные труба, тоже вот слишком тонкие. Ой, господи, зачем вы жалеете такие тонкие труба нам и продаете такие высокие цены? Ну, конечно, мы можем сделать своими руками полностью комплекс мотобуксеров своими руками. Но все равно там покупать надо двигатель, каток, кролики, ведущий, труба вот такие слишком толстые, чтобы выдержался нам мотобуксировать одному человека. Ну и какой лошадиный даже надо иметь для мотобуксировщики. Вот. Ну что, я вам уже показал, что какое состояние свеча. Напишите комментарии, буду очень вам благодарны. Так, ну что, я даже вот лично вам прямо эфир показывал, что какое состояние, какой результат показывает именно свеча. И внутри, конечно, тоже надо посмотреть поршень и кольцо. Это надо иметь, конечно, видеокамера, проводная камера. Это очень даже, это нужная вещь. Посмотреть, какое состояние поршень для мотобуксировщика. Тоже вот играет не только свеча результат даст нам, а посмотреть еще надо клапаны. Сколько миллиметров зазоры и так далее. Посмотреть должно быть сколько миллиметров. Это очень важно. Ну вот и все. Свеча состояние хорошее. Ничего не будем трогать. Обратно ставим свеча на своем месте. Но сегодня, дорогие друзья, минус 20. Я с самого начала показывал вам минус 20. Но это начало. И было уже у нас минус 30 градусов. Было. А завтра, послезавтра еще больше. Но это только ночью будут. Морозное утро. А днем все-таки теплее. Так, дорогие, поставим обратно свечка. Ну вот сюда я вижу, конечно, можно узнать, но ничего. Я не буду ничего посмотреть. Поставим обратно.
Ну и может воздушный фильтр тоже надо посмотреть сейчас. Вам очень даже хочу посмотреть. Я даже вообще ничего не трогал, воздушный фильтр вообще. Даже в прошлом году я даже не трогал воздушный фильтр вообще. Совсем. Просто, но я не забываю, что посмотреть надо фильтр. Сушить или отмыть его уже невозможно. Там ничего не надо мыть. Просто сушить надо. У нас русская печка есть. Вот. Все я поставил. Сейчас посмотрим. Воздушный фильтр. Обязательно, ребята. Обязательно. Но я скажу вам честно, надо обслуживать двигатель. Двигатель надо обслуживать моточасовый. Очень важно. Так. Покупайте специально моточасовый, электронный моточасовый. Поставьте на куда-нибудь, как вам удобнее, поставить куда надо. Электронный моточасовый, цифровая моточасовая. Ну и если у вас больше стало даже пробег 2000, я скажу вам честно, 2000, конечно, это мало, да, пробег. Но обязательно посмотрите клапаны. Когда у вас уже стало 2000 пробег, обязательно посмотрите клапаны. Зазор сколько миллиметров стало. Обязательно. Если хотите долго обслуживать, как у меня мотоблок, 15 лет уже служит. А кто не умеет, вообще не трогайте. Лучше вызываете специалиста, она моментально найдет причину. А кто не умеет, хоть и вы опытный и ничего не понимаете или что-нибудь, лучше все равно не трогайте. Лучше вызывайте специалиста. Так. Ну, карбюратор, конечно, внутри черная. А, конечно, когда подшот полностью закрывает, конечно, она станет дыметь, черный дым. Так, вот воздушный фильтр. Ну что, сейчас посмотрим состояние внутри. Так, я скажу вам, воздушный фильтр, у кого внутри картонная бумага или чем-то, чем наделано, я вам скажу честно, немедленно убирайте бумажный картонный фильтр. Немедленно. Только оставьте вот такой губной. Сейчас вам. Но все равно я не буду вытаскивать это губной. Вот сейчас вам лично показываю. Вот воздушный фильтр, да? Тут внутри должна быть картонная бумага, да? А у меня тут картонной бумага вообще нету. Честно вам скажу, когда вы покупаете мотобуксировки, снегоход, мотоблок, вот такие же тоже у мотоблока, немедленно убирайте картонную бумагу. Видите, у меня тут внутри картонной бумага нету.
А смотри. Вообще нету. Только губка. Вот такой специальная губка. Но она хорошо работать будут двигатель. У каракатов тоже такие же. Кто имеет каракаты, большие колеса, вот такие у них тоже воздушные фильтры. Кто какие, и они знают, что они даже опытные, умные, они тоже не знают, даже могут. Хотя они скажут, что зачем убрал я бумагу, изнутри картонная бумага. Зато хорошо работает. Это мотоблок не подводная лодка. Но иметь надо чехол для двигателя. Если у вас нету чехол двигателя, конечно, чтобы фильтры, чтобы беречь от дождя и сырость, и скажу вам честно, вы все равно, кто опытный, кто умный, все равно вы все равно не понимаете. Надо с самого начала узнать двигателя, эксплуатации, конструкции, иметь документы и так далее. Вот. Я это воздушный фильтр с собой возьму. Я это в прошлом году даже и вытаскивал, но сушим на ночь, один ночь. На следующий день поставим. Но у меня, если, конечно, есть печка, можно сушить вот так, аккуратно, да? Но это надо аккуратно, потому что губка греется моментально. Вот. Ну пусть так просто остается. А воздушный фильтр я домой возьму. Может немножко сырость есть, немножко, может быть. Потому что когда гораздо морозная, да, а фильтр тоже вот есть немножко где-то. Потом запустишь двигатель, и который идет теплый пар двигателя, да, потом этот фильтр, конечно, идет сразу же холодный воздух на воздушный фильтр карбюратора, потом карбюратор идет сюда. Но все равно, когда она зиклер, там качественный зиклер, смесь и холостой зиклер, холостой смесь, тоже вот качественная смесь, если у вас там в конце белая стала, да, как мел, значит у вас попалась вода. Было даже вода, было уже когда-то. Значит, вы ездили зимой, дождливый было зимой и так далее, ливень, и вот это попадается все в воздушный фильтр, потом попадается карбюратор, и вот так и станет, потом вы скажете, что мотобусер плохо работает и так далее. Конечно, вы не умеете обслуживать, значит, не умеете вообще. Только запустил и поехал. Конечно, вот такие головами, конечно. Так, ну что, ребята, ну, немножко про мотобуксировщик рассказывал, да. Остальное, когда будут теплые погода, но я ездить буду ездить только по делам, а гулять или по катушке где-нибудь испытывать,
я в этом году ничего не буду делать. У меня уже есть видео, испытания, испытывал, узнал все, как он способен на все, какой у него лошадь, сила, скорость и так далее. Я это все испытывал в прошлом году. Если кто не смотрел, можете переходить в мой профиль, посмотрите. Там все есть, мой видео. Все у меня сохранено. Вот. Ну что. А дальше про мотобуксировки я не буду пока. Но когда она станет, когда двигатель достаточно, температура высокая стала, да? Но сейчас, конечно, такой морозы, конечно, двигатель все равно греется. У меня, конечно, все тихо защищает от сырости, от холода и так далее. Она защищает. Пыль, там многое другое. Чтобы ничего не попало. Ну и мне только не нравятся минусы. Очень много. Нюансы очень много. Вот. Не сможешь посмотреть полностью двигатель. Даже вот этого мотобуксировщика, вот этого, тихо, сразу вот так вытаскивать, это не получится никак. Потому что тут рама слишком туго, вот эти рамные труба слишком близко поставили, чтобы чехол освободить хорошо, легко. Это никак, никак. Ну что, ребята, я немножко, конечно, проболтался, проболтался, но это ничего страшного, все. Я бы с удовольствием сейчас бы к вам прямой эфир запустил бы мотобуксера. Я это не буду ничего делать, только буду по делам. Но это очень скоро, может на следующие выходные. Вот сегодня 14, да? Вот читай, на следующее воскресенье будет какое число? Так, читай. 21, да? Воскресенье 21 будет. Ну, завтра уже 15, полмесяца уже прошло. Пройдет даже уже завтрашнего дня. Еще 15 дней до Нового года. Ой, да. Так, воздушные фильтры я с собой возьму. А этих я обратно поставлю на временно, чтобы не попало ничего. Чтобы ничего не попало. Грязь и так далее. А потом скажете, что у вас неисправный двигатель и так далее. Конечно, надо соображать. Надо все это, двигатель, хорошо знать мозгом. У кого такой опытный, если у вас есть опытный. Да. Я недавно поставил аккумулятор для двигателя. Она вообще не было. Но я признаюсь, это мотобуксировка у брата, и там аккумулятора не было. Когда двигатель запустишь, да, и фары включаешь, и фара стоит мигается, когда двигатель работает. Потом я понял, надо аккумулятор поставить, и когда аккумулятор ставил, ну это уже давно я поставил, из мопеда, но она еще в хорошем состоянии,
Поставил аккумулятор маленький, вот такой диаметр. И когда свет включаешь, и фара не будет мигаться. Вот. Потому что аккумулятор вставил, и она тоже не дает, чтобы фара не мигалась. Ну и надо иметь, конечно, специально поставить, чтобы она не мигалась. Но у него нет ничего, но можно, не получится даже напрямую, где идет электронные провода, плюс, минус, конечно, масса на раму, а плюс на электронную, чтобы фара не мигала постоянно. Вот. Ну что, ребята, я немножко уже проболтался. На улице я уже вам показывал. Но сейчас будем отключать печку. Так, печку отключаем. Пока отключается печка. И опа. Ну и топливный бак тоже надо вытаскивать. Если топливо бак не вытаскивает, она будет постоянно капать. Но там, конечно, должна быть регулировка, сколько она должна капать. Вот клапанный, да? Сколько должна она капать, и она должна сам останавливаться. Должно быть. А я так делаю отдельно, чтобы дальше не капался постоянно. Вот. Ну, сейчас будем ждать, когда она отключится. Мой топливный, солярный печка. Можно назвать, конечно, керосиновая печка, но у меня нету керосиновая печка. Керосиновая печь дороже. Конечно, дороже. Ну вот и сейчас это воздушный фильтр с собой возьму. На печку поставлю. На следующий день поставим. Причину, конечно, я моментально найду, потому что вот только что я показал вам воздушный фильтр, свеча. Она свеча стала как кирпичная, но свет должно быть кирпичная, так ведь? Так. Ну что. Ну и обязательно посмотреть. Но мы не знаем, сколько он уже пробегал. Мы не знаем. Но 1000 километров, я думаю, это еще не... Нет, еще нет. Нет. Но если постоянно, каждый день ездить мотобуксировщик на один сезон зимой, я думаю, это пробег набирает. Очень даже набирает. Так.
Ну что, ребята, сейчас будем заканчивать мой фильм. Сейчас отключится полностью. А сейчас выйдем на улицу. Так, воздушные фильтры обязательно возьму. Дома сушим. У меня есть русская печка кирпичная. Один на ночь оставим. Это. Вот так вот, ребята, погода у нас замечательная, да? Ну вот, сейчас печка уже полностью. Ну, немножко греть еще. Чуть-чуть. С собой, конечно, всем безопасный, чтобы было в гараже огнетушитель. Обязательно. Огнетушитель обязательно нужен всем. Но у меня это маленькое. Это такой общий гараж. Вот видите, какой большой гараж. Огнетушитель надо большие, крупные. Вот. Это обязательно будет. И нужная вещь. Очень даже. Ну что, сейчас. Сейчас. Воздушный фильтр возьмем с собой. Так, печка отключилась. Сейчас пойдем домой. Сейчас посмотрим, какой градус сейчас стало. Но у меня валенки в сапогах. Хорошо держится. А еще вам не рассказал, что овчарка в вольере отдыхает, балдеет. Это дрожит, немножко дрожит. Но сейчас отпускаем, пусть немножко погуляет. Вот так вот. Ну, я еще раз показываю, сколько градусов. Минус 20. Ну все, ребята, всем пока. Будьте здоровы, не болейте никогда. Обязательно подписывайте. Я в прошлом году разбойник все разбил стекло. Если кто еще не смотрел мой фильм, который разбойник разбил, алкоголик, вот, хотел внутрь попасть и разбить мое лицо. Ни за что. И я поставил за окно
Вот стекло и рама. И вот такие наклейки поставил. Вот такие. Продают даже. Это куплено на Озоне. Вот такие зайцы, утята. Вот. Очень хорошо идет. Как будто живая, да? Ну что, давайте всем пока еще раз.